Комплексное исследование скифов, я имею в виду языковые данные, антропологические данные, медицинские данные, культурные данные, погребения и так далее, свидетельствует о том, что скифы были тюркоязычными. Прямыми наследниками скифов в Крыму являются крымские татары. Об этом свидетельствуют и последние медицинские данные. В 2014 году проводились исследования ДНК крымских татар, где четко показано, что ДНК крымских татар состоит из 26 гаплогрупп. Это свидетельствует о том, что процесс формирования крымско-татарского народа был длительным, и в его состав вошли многочисленные как родственные, так и неродственные племена. Я имею в виду кемерийцы, тавры, сарматы, готы, аланы, в том числе остатки генуэзцев, часть греков, ассимилированная крымскими татарами, и многие-многие другие народы. Об этом свидетельствуют как исторические, как я сказал, так и медицинские факторы. Как вы думаете, чем обоснована сейчас тенденция оспаривать то, что крымские татары не являются аборигенами Крыма или коренным народом Крыма? Есть такое понятие европоцентризм. Что он из себя представляет? Европоцентризм – это не наука, это идеология. Как была вот у нас коммунистическая идеология, вот европоцентризм – это идеология европейцев, в том числе и наших россиян. Они хотят представить так, что на европейской части Российской Федерации никогда другие народы не проживали, и они являются здесь пришельцами. А на самом деле это не так. Европоцентризм как идеология должна быть отвергнута. Чем быстрее, тем лучше. И пусть проводятся научные исследования ради науки, а не чьих-то политических интересов. Мне кажется, что европоцентризм в России заново поднимает голову. Но, к великому сожалению, они не учитывают опыт прошлого. Они канут в небытие, и истина всегда восторжествует. Все-таки вы считаете крымских татар наследниками тех племен, тех народов, которые здесь проживали, и поэтому вы считаете их коренным народом? Любой народ формируется на определенной территории. У нас нет чистых рас, точно так же нет чистых народов. Вне всякого сомнения, даже этноним крымские татары свидетельствует о том, что они являются коренными жителями Крыма. И нет ни одного другого народа, который может претендовать на стать коренным в Крыму. Все остальные являются пришельцами в той или иной степени или в том или ином веке, в том числе и греки. Греки пришли сюда в VI веке до новой эры. Об этом свидетельствуют древнегреческие историки. Более того, завоевание южного побережья Крыма греками шло не мирным, а военным путем. Если вы прочтете Страбона, то вы найдете там такие строки. При покорении южного побережья все южное побережье было превращено в руины. Вот она, настоящая история. Надо читать древнегреческих историков, а не наших современных, которые, я как говорил о том, что придерживаются европоцентризма. То есть вы настаиваете на том, что крымские татары один из единственных народов, коренных народов? Не один из единственных, единственный народ, потому что на этой территории, вот они, политики, приняли недавно такое постановление, что якобы здесь караимы являются тоже якобы малочисленным коренным народом. На одной территории в Якутии один коренной народ, якуты, да, они составляют там в процентном отношении где-то 10-12%, не больше. Там в основном другое население. Но от этого Якутия не перестает быть прародиной якутов. Точно так же взять другие территории. Конечно, мы можем много дискутировать, сколько лет надо прожить на той или иной территории, чтобы стать коренным. Сколько бы никто бы не проживал, он коренным не становится.